Призывников из Коми не направят в зону специальной военной операции. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. А вот за неявку по повестке молодым людям грозит внушительный штраф. Об этом рассказали сегодня на прямой линии в общественной приемной главы Коми. Во всех муниципалитетах уже созданы призывные комиссии, которые готовы приступить к работе с 1 ноября. Завершены мероприятия по подготовке сборного пункта к размещению и отправке призывных граждан в войска. Сборный пункт в полном объеме обеспечен медицинским, вещевым и продовольственным имуществом. Помещения подготовлены для приема призывников. Начало отправок планируется у нас с 9 ноября. Значит, как и прежде, срок службы по призыву составляет 12 месяцев, ничего не изменилось. Вот. Все призывники будут направлены для прохождения службы в воинские части, соединения, находящиеся на территории Российской Федерации. Сразу говорю, что новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации, то есть это Донецкая и Луганская народные республики и Запорожская и Херсонская области, не рассматриваются для прохождения службы военнослужащих по призыву, то есть туда они направляться не будут. Особенностью этой призывной кампании стало существенное ужесточение ответственности для уклонистов. За неявку в военкомат без уважительной причины штраф для призывников вырос в 10 раз – с 3 до 30 тысяч рублей. Введено наказание и для работодателей, которые не могут или не хотят обеспечить явку в военкомат своих сотрудников. Если они это не сделают, то на организацию будет наложен штраф, значит, в размере, значит, на должностное лицо в размере от 40 тысяч до 50, а на юридические лица от 350 до 400 тысяч. Да. А были какие? А были никакие. Вообще. Призывники из Коми будут служить в частях Северного флота, Западного военного округа, воздушно-космических сил и войск Национальной гвардии. Примерно четверть из них направят на учебу для освоения современной военной техники. По окончании обучения они поступят в расположение воинских частей на территории Российской Федерации.